Добрый вечер. Это новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Ситуация в Горном. Как продвигается тушение лесных пожаров в районе? Ход работ на месте проверил глава республики. Программа переселения. Строительство первого каменного дома идет в Мегино-Алданском наследии в Тампонском Улусе. Сенокосная кампания. В Хангаласском районе фермеры переживают о возможном невыполнении плана этого года. За неделю в Якутии удалось ликвидировать 100 лесных пожаров. На сегодня лесные пожары не угрожают населенным пунктам. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Горный район. Репортаж Юрия Осипова. Сегодня возле села Магарасы основные силы брошены на борьбу с 2 лесными пожарами. За месяц они прошли около 50 тысяч гектаров. Опашку сделали и сейчас в данное время окарауливает опашку. Очень нам помогает добровольцы с города Якутска. Каждый день приезжают. В последнее время тут все жители, не только жители, те, кто работает на пожарах, только ждут дождя. Вчера был небольшой дождь, он чуть-чуть расслабил огонь, так что можно сказать, что помог. Прошедший накануне дождь предоставил небольшую передышку. Воспользовавшись ею, огнеборцы смогли в полном объеме использовать технику для выполнения крупных работ, в том числе минерализации территорий. Мы создали такой костяк работников Якутлесресурса и планируем дальше по крупным лесным пожарам так проходить и быстро локализовывать и ликвидировать. Вчера для помощи в тушении лесных пожаров из Якутска прибыла специализированная автоколонна, сформированная силами частных лиц, предприятий и госструктур. В ее состав вошли 27 единиц техники, в их числе водовозки и автоцистерны. Мы стоим на участке 116-го километра, стоим на защиту вот этого границы леса и на перекачке водой заправляем все водовозки, пожарные машины, чтобы обеспечить этот район водой. Считаю, наши 3 отделения еще там и гражданских, там где-то 5 водовозок приезжают. Все, справляемся, все успеваем. Сегодня пожары возле села Магарасы практически локализованы. Но самое главное, что сейчас они не представляют опасности для населенных пунктов. Что и через центр волонтерства, через Доброштаб идет большая помощь, и люди приезжают, и помощь поступает материальная. И вместе с тем, конечно, многие организации, сами специализированные отряды уже свои готовят, отправляют. Вот ГУП ЖКХ, АГАТУ, Алмаз Эргенбанк, другие компании, и их отряды сегодня работают уже по многим пожарам, там по 10, по 20 человек. Тоже это очень хороший пример. Уверен, что в эти дни мы будем всем этим процессом управлять через оперативный штаб республики. Глава Якутии отмечает, что на данный момент в Горном районе завершен первый этап тушения, а именно недопущение пожара в населенные пункты. Сейчас оперативный штаб готов перейти ко второму этапу – полной локализации и ликвидации этих пожаров. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Горный район. Что касается в целом по Якутии, то только за прошедшие сутки ликвидировали 16 пожаров на общей площади 158 тысяч гектаров. В общей сложности локализовали более 20 пожаров на площади 140 тысяч гектаров. По словам специалистов, также наблюдается позитивная динамика в тушении очагов на территории природного парка Ленские столбы. Свою работу на территории региона продолжает самолет-зондировщик Ан-26. Сегодня он также будет работать в Мирнинском и Сунтарском районах. Вчера очень удачно отработал по 3 районам. Везде, где он работал, была ресурсная облачность, пошли дожди, и это не может не радовать. Работа продолжается, работа организована практически круглосуточно, руки никто не отпускает. При этом хочу сказать, ситуация действительно сложная, она вызвана тем, что аномальная жара, очень долго здесь, большой дефицит осадков, но вместе с тем удар держим. Надеюсь, что в ближайшее время будет поспокойнее. Ну а в Намском Улусе на сегодня локализовали 1 лесной пожар на площади 170 гектаров. Как известно, на территории Намского Улуса к территории района подошли большие пожары со стороны Горного и Кобяйского улусов. Один из них находится на расстоянии в 10 километров от села Хонорбес Албанского наслега.
На месте трудится 118 человек, 11 единиц техники, 20 человек прибыли с Федерального резерва. Помимо профессионалов в борьбе с пожарами, свою помощь продолжают предлагать простые, неравнодушные граждане и разные предприятия и организации. Большую благодарность передаю руководству Сахатранснефтегаз. Они нам помогли болотоходом, бульдозером, и эта техника сейчас делает очень большие объемы работы. Очень много граждан Намского района и с города Якутска, в целом с территории Республики Саха-Якутия помогают кто чем может. Я всем очень благодарен. Мы, намские, почувствовали, что мы не одни боремся с пожаром. Вся республика, начиная с нашего главы Арсения Сергеевича и правительства нашего, оказывает посильную помощь. В Аймяконском районе действуют 24 очага возгорания. Прямой угрозы населенным пунктам нет, но огонь подошел относительно близко на расстоянии в 1-2 километра к селам Аймякон, Учуге и Терють. Чем ближе наша машина подъезжала к селу, тем плотнее была дымовая завеса. Вот так, почти при нулевой видимости, мы ехали практически от места поворота с федеральной трассы. Глава Наслега рассказал, что уже 3 недели терютцы держат оборону на огневом рубеже. Работают не только мужчины, но и женщины. Огонь в 2 километрах от села. Вот мы добровольцы, вот, пришли тушить пожар, местные вышли. Вот, почти уже месяц прошло, уже так пытаемся тушить. На тушении пожара задействована практически вся имеющаяся техника. У нас сейчас работает 2 водовозки, 2 трактора МТЗ, 1 трактор с плугом, а другой со цистерной воду возит. И вот одна вот водовозка ведущая у нас. У нас сейчас вот техники не хватает. Хорошо, что вот недавно вот нам отправляли пожарную бригаду. Вот приезжала бригада и нам очень помог. Вот ту сторону потушил. Ну, 1,5 недели назад с города Якутска бригада МЧС приехала. Вот сейчас на эту сторону окрауливает. И вот ров минерализованную полосу делает сейчас. Ситуация осложняется тем, что пожар на болотистой местности часто уходит под почву. Торфяники могут тлеть очень долго и в сухую погоду неожиданно разгореться. Все необходимые меры, конечно, предпринимаются, но все чаще уставшие люди смотрят в небо в надежде на хороший дождь. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Аймяконский улус. Тем временем уровень концентрации вредных веществ в воздухе Якутска по-прежнему выше допустимой нормы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии проводится ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха. Замеры проводят 3 раза в сутки, при этом на качество проб может повлиять направление ветра. В целом за этот год уже было сделано более 1500 проб в 18 населенных пунктах 13 районов республики. В прошлом году, надо сказать, что у нас не так было много проб нестандартных. Мы сделали порядка за весь лесопожарный период около 2000 исследований замеров воздуха. Ну и в этом году, вот так как у нас такая обстановка напряженная с лесными пожарами, конечно, эта работа чуть побольше. Но мы еще высчитываем средний показатель посуточный, он бывает, конечно, намного больше. И эффект суммарного накопления еще мы высчитываем, он тоже у нас выше нормы, где-то в 6-7 раз. Ну а синоптики прогнозируют дожди в ряде районов республики в ближайшие дни. В Оленёкском и Мирнинском районах, а также в Вилюйской группе, Ленском, Нижнеленских районах и в Верхояне ожидается небольшой местами умеренный дождь. 23 июля в южных районах, а 24 июля в Хангаласском, Заречных, Усть-Майском, Тампонском и Аймяконском районах прогнозируются дожди местами сильные. Ну а в Якутске 22 июля ночью прогнозируют небольшой дождь. Температура при этом днем будет 25-27. В Тампонском районе по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будут введены в строй 3 многоквартирных дома в поселке Хандага, а также в Кресхальджае и Мегина-Алдане. В 2 последних это будут первые каменные дома за историю этих поселков. Подробнее Мария Винокурова.
В селе Мегиналдан строительство 29-квартирного жилого дома началось в августе прошлого года. Сейчас на объекте трудится бригада из 15 человек. Задействовано 3 единицы спецтехники. В эти дни бригада приступила к штукатурке первого этажа. Чистовая отделка, а также наружная, начинается уже в августе. Кладка 3-го этажа сейчас пойдет. И 1-й этаж сейчас штукатурят. Под чистовую скоро будет. И еще крышу начали делать. Сейчас остались отделочные работы, немного кладки. И в основном отделка и наружная работа. В трехэтажном доме общей площадью более 2400 квадратных метров по плану 4 однокомнатные и 9 двухкомнатных квартир. Остальные 16 трехкомнатные. В нашем наследии проживает 912 человек. И часть из них проживает в частных домах, индивидуальных домах, и часть проживает в многоквартирных домах. И у нас еще тут остались 2 12-квартирных жилых дома, которые признаны аварийными. И мы надеемся, что они дальше войдут в программу переселения граждан из ветхого жилья, и эти дома будут тоже в каменном варианте. В селе Мегиналдан Тамбовского района по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с 2014 года возведено 4 многоквартирных дома. Улучшили свои жилищные условия 56 семей. А уже в октябре с вводом первого каменного дома в селе число счастливых новоселов увеличится еще на 29 семей. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Мегиналдан, Тамбовский район. Хангаласские фермеры переживают о невыполнении плана по заготовке сена в этом году. Сенокосная кампания в Улусе стартовала 14 июля. На поля вышли 338 человек, 168 тракторов, 126 звеньев. На сегодня скошено более 2500 гектаров сенокосных угодий, однако заготовлено всего 4% от плана. Нынче потребность района в сене составляет 32 600 тонн. В департаменте лесного хозяйства прогнозируют выполнение плана всего на 75%. В районе отмечается низкий травостой из-за засушливого лета. К тому же негативное влияние оказывает дым от пожаров. Работа идет. Все равно должны там планы, все равно сделать надо. Ну вот смог мешает, дым стоит. Там дышать-то тоже мешает. Ну, все равно работаем. Это как спасаемся влажными тряпками и масками. Ну, все равно работаем. Таковы к этому часу новости. Итоги дня подведем в 20:00.